Здравствуйте, меня зовут Капитанов Фейзен. Я ученик 11 А класса Амбулопокровской школы номер 3. Моя тема исследования – проблемы исследования отношения к дистанционному обучению в школах России и Амбулопсош номер 3. Цель – исследовать проблемы отношения к дистанционному обучению в школах России и Республики и сравнить с результатами исследования данной проблемы в Амбулопсош номер 3. Задачи указаны. Практическая ценность. В данной работе мы исследовали отношение к дистанционному обучению в школах России, Якутии и ПСОШ-2. Выяснили, какие рекомендации дают друг другу учащиеся, их родители и учителя в такой период. Также составили свои рекомендации по результатам опроса, которые можно использовать при критической деятельности. Источниками работы послужили результаты социологических опросов и исследований, проводимых различными институтами общества на федеральном и региональном уровне. Теоретическая часть. Я составил хронику COVID-19 в 2020 и 2021 году и пришел к выводу, что болезнь была очень опасна, хорошо не изучена. Поэтому школы России дважды пережили дистанционный формат образования. Теоретическая часть. Правовые основания введения ограничений в школах в условиях пандемии. Мероприятия, проводимые в стране в Республике по организации борьбы с распространением новой инфекции, опирались на соответствующие указы и постановления высших органов власти. Практическая часть. Анализ и подборка статей СМИ с результатами опросов, проводимых среди населения Республики Саха-Якутия и Российской Федерации различными социальными институтами общества. Слева мы можем увидеть статьи, из которых приводились вопросы, а справа вопросы для социологического вопроса учащихся ПСОШ-3, их родителей и учителей. Я составил в Google форме. Результаты социологического вопроса родителей, учащихся России, Якутии и ПСОШ-3. Во введении дистанционного формата образования больше плюсов или больше минусов, большинство ответили больше минусов. Вывод: несмотря на резко негативное отношение взрослых к дистанционному обучению, учащиеся нашей школы так не считают. Необходимо ли введение дистанционного формата образования? Многие ответили, что нет, нужно вернуться к очному формату образования. Отношение к дистанционному обучению в России, Республике Саха-Якутия, нашей школе и, например, в Самарской области примерно такое же. Вопрос о необходимо ли введение дистанционного формата образования, я пришел к выводу, что на ответ «да, это необходимо» отвечали в основном дети. Нет, нужно вернуться к стандартному очному образованию родителей, и о том, что нужно совмещать очное и дистанционное обучение, картина между детьми и родителями примерно одинаковая. Отрицательные уставленные проблемы дистанционного формата образования. Мнение учащихся было обсуждено 3 и их родителей. Многие отметили, что нет возможности учителям контролировать учащихся, снижение контроля родителей, отсутствие интернета, а также о том, что стала хуже дисциплина, указали сами дети. О том, что стало сложнее заниматься, указали по 1-2 ученика. И мы пришли к выводу, что в целом по школе успеваемость не снизилась. Это мы узнали из интервью с завучем. Отрицательные стороны проблемы дистанционного формата образования. Мнение учащихся родителей было обсуждено 3 в сравнении с мнением учащихся их родителей России. В школах России отметили больше, чем в нашей школе, ослабление контроля учителей, отсутствие интернета, снижение качества и о том, что стало сложнее заниматься. Положительные стороны введения дистанционного формата образования. Большинство родителей, учащихся, указали в плюс стороны дистанционного обучения. Это меньше вероятности заразиться, а также контроль родителей и учителей. Немногие ответили «просто нравится». Положительные стороны сохранения очного образования. Среди плюсов сторон очного образования в школах России назвали общение детей, указали на качество, учителя лучше объясняют, а также контакт с учителем. И также по России малый процент назвали «родители не могут объяснять так, как учитель». Вывод: в России больше внимания на взаимоотношения учащегося и учителя. В школе номер 3 взаимоотношения между детьми. Отрицательные стороны сохранения очного образования. Большинство видят главную опасность сохранения очного образования в опасности заразиться. Также я пришел к выводу, что о 100% перехода на дистанционное обучение в настоящий момент не может быть и речи, так как многие отметили то, что дистанционные уроки не могут заменить уроки в школе, и только лишь малый процент отметили, что отдельные предметы можно переводить на дистанционное обучение. Рекомендации составлены по ответам в Google форме. Вывод: из данных рекомендаций видно, что родители настроены на научное образование. Часть из них утверждает, что здоровье детей важнее всего. Несмотря на решительность противников дистанционного обучения, тоже звучат их пожелания: соблюдать порядок на дистанционных уроках, быть терпимыми к детям, контролировать присутствие детей на уроках. Важно, что дистанционное обучение развивает в детях самостоятельность. Заключение. Исследуя проблемы отношений к дистанционному обучению в школах России в сравнении с результатами исследования данной проблемы в СОЖ-3, я решил поставленные задачи. Определил последствия распространения COVID-19 для общества, взаимосвязь пандемии
с введением дистанционного образования, показал правовые основы введения ограничений в стране, проанализировал источники данных социологических исследований по России и Якутии, проводимые различными институтами общества, по вопросу отношения к дистанционному обучению в школах России. Разработал и провел в форме социологический опрос среди учащихся нашей школы, их родителей и учителей по проблеме проведения уроков в дистанционном формате. Сопоставив результаты исследования отношения к дистанционному обучению по отдельным вопросам в школах России, Якутии и в нашей школе. Отразил полученные результаты в гистограммах. Практическая ценность. Выясним, какие рекомендации можно дать учащимся, их родителям и учителям при входе к дистанционному обучению период. Рекомендации. Первое. Так как во всех анализируемых источниках респондентам задавали разные вопросы, то хотелось бы рассмотреть ответы граждан России разных регионов на одни и те же вопросы, то есть чтобы была разработана единая базовая система вопросов. После анализируемых нами опросов прошло более 1,5 лет, но ни в одном исследовательском институте не было проведено повторного опроса среди населения по этим же вопросам. Я уверен, что мнение общественности на данную проблему отчасти изменилось. Хотя угроза закрытия школы из-за ковида уходит, я думаю, что за дистанционным обучением будущее. Поэтому сегодня важно совмещать очный и дистанционный формат образования, чтобы это стало нормой, чтобы учащиеся, их родители и учителя сохранили и закрепили этот полученный опыт работы друг с другом в дистанционной форме. Спасибо за внимание.